7 октября на Гудермесском ипподроме прошли скачки, открывшие осенний сезон скачек в Чеченской Республике. 6 забегов на дистанции от 1200 до 3200 метров были приурочены к разным знаменательным датам, в том числе ко дню рождения председателя правительства Российской Федерации Владимира Путина, ко дню рождения президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова, а также к именинам депутата Госдумы и советника президента Чеченской Республики Адама Делимханова и министра внутренних дел России Рашида Нургалиева. Оставшиеся 2 заезда приурочили ко дню города столицы Чеченской Республики Грозного и к победе чеченского боксера Артура Бетербиева на чемпионате мира. Призовой фонд также был очень солидным. Подумаешь, обыденное дело, скачки разного уровня проходят в каждом селе чуть ли не каждый день, скажете вы. Да, согласен, проходят. Но здесь куда интереснее другое. Откуда у чеченцев, давно избалованных всеми благами цивилизации, такая неприходящая любовь к лошадям и скачкам? Причин тому много. И все они стары как мир. Трудно переоценить значение лошади в развитии человеческого общества за последние 5000 лет. В жизни человека она сыграла более важную роль, чем любое другое одомашненное животное. Она стала незаменимым помощником в поле, при транспортных перевозках, на войне. Особо послужила лошадь человеку на поле брани. Впервые стали использовать всадников в сражениях ассирийцев в начале 1-го тысячелетия до нашей эры. Во многих битвах до самого недавнего времени, вплоть до конца Второй мировой войны, огромную, а порой и решающую роль играла кавалерия. Рыцарская конница, уланы, гусары, драгуны, кавалергарды, конногвардейцы, казаки. И у всех своя особенная манера боя, а значит и свои требования к породе, выучке, экстерьеру основного партнера лошади. Особняком в этом ряду можно упомянуть лошадей кавказских горцев. Выносливость, преданность хозяину и легкость были главными требованиями к лошадям, и диктовались они самими условиями жизни горцев и ареалом их обитания. Горы, лесистая местность, резкий климатический перепад на небольшой территории – все это оказывало влияние на требования к коню, тем более к коню боевому. Наличие верховой лошади, богатство его подпруги подчеркивали статус седока. Не зря посещавшие Кавказ иноземцы, в том числе и русские офицеры, подчеркивали, что у горцев одежда может быть и заплатка на заплатке, но оружие и лошади в серебре. Действительно, даже сам костюм горца, черкеска, эволюционировала с оглядкой на удобство верховой езды. О любви горцев к лошадям говорит и такой косвенный факт, а именно кинематограф советских времен. Один из немногих фильмов, снятых при участии Чечено-Ингушского телерадиокомитета, назывался «По следам Карабаира». Одноименный конь был одной из ключевых фигур сюжета. А уж сколько написано о трепетном отношении чеченцев к лошадям классиками литературы, как русской, так и зарубежной, то это вообще тема отдельного исследования. Один лермонтовский Казбич со своим Карагёзом чего стоит. Вообще, в современном развитии человечества лошадь не утрачивает своей необходимости. Если такая ипостась собаки, как охрана, можно сказать, полностью вытеснена механическими и электронными системами, а роль кошки как домашнего любимца оспаривается самообучающимися японскими домашними роботами, то с лошадью в этом плане все не так плачевно. Ни одно животное не сравнимо с ним по ареалу распространения и всеобщей любви. Ни в одной религии лошадь не считается нечистым животным наподобие собаки или свиньи в исламе. Это можно понять на таких простых примерах. Например, конный спорт сегодня, да и всегда, будь то простые скачки, дерби или конкурс, считается элитным видом спорта. И финансовое вознаграждение за результат здесь традиционно очень высокое. Творчество художников или поэтов, кинематографистов или скульпторов – тоже из таких примеров. Кто не знает картину Петрова-Водкина «Купание красного коня»? Одна из самых культовых автомашин современного мира, Ford Mustang, носит имя дикого американского жеребца. В своей популярности в этой ипостаси лошадь соперничает разве что с самим человеком. Видимо, это и послужило причиной обожествления лошади некоторыми народами древности. Ведь не на пустом месте возникли мифы о кентаврах, сказочных полулюдях, полуконях. Самый известный персонаж мифов Геракл пал от руки кентавра. Плащ, отравленный им ядом лирнейской гидры, в итоге и послужил причиной смерти непобедимого героя, о чем впоследствии так красочно написал в своей божественной комедии Данте Алигьери. Встретив в аду душу кентавра Несса, герой произведения, поэт Овидий, повествует своему спутнику: «А это Несс, убитый за Диениру, свой предсмертный гнев запечатлевший местью знаменитой». На всем протяжении античной истории кентавры характеризуются как носители мудрости и высшего боевого мастерства, хотя и не всегда дружелюбные к людям. Здесь же можно было бы вспомнить и сказочного единорога, и созвездие Альфа Центавра, и год лошади в восточном календаре, но довольно мистики. На всем протяжении истории лошадь оставалась для человека верным другом, помощником по хозяйству и боевым товарищем. У чеченцев тот, у кого не было собственной лошади, считался очень бедным человеком, а молодой человек без верхового скакуна не мог рассчитывать на благосклонность девушек.
пушек. Как видим, роль лошади у чеченцев очень высока и неоспорима. Так продолжалось до эпохи научно-технического прогресса. В поле лошадь заменили тракторы, на поле брани танки и боевые машины пехоты, а в дорогу люди отправлялись на мотоциклах и автомобилях, в лучшем случае на велосипеде. Но любые машины при всем своем техническом совершенстве не смогли вытеснить лошадь из жизни человека. Они и сегодня продолжают верой и правдой служить нам, людям. Конный спорт был, есть и долго еще будет оставаться элитным видом спорта, приносящим как эстетическое удовольствие зрителям, так и немалые доходы наездникам и владельцам лошадей. Дан старт первой скачки. Призу в честь празднования Дня города Грозный. Дистанции 1200 метров приняли очень кучно. Вперед выходит 4-й номер Акрамхан. Лидирующая компания ведет кучно, и тут же вперед в борьбу вступает 9-й номер Джек Год Ивен под седлом Дениса Суханова. Скачка идет очень кучно. Впереди по-прежнему в борьбе Акрамхан и Джек Год Ивен. Остальные тут же кучно в борьбе. В левом повороте Акрамхан отпал на 3-е, на 4-е место выходит эксклюзив Прайд. Помимо спортивных состязаний, огромной популярностью во многих странах мира пользуется конный цирк. Конная милиция продолжает нести службу на улицах многих городов во всем мире, а конское молоко кумыс просто нечем заменить. В России туберкулез, дистрофию и некоторые другие болезни издавна лечили кумысом. Этот напиток из конского молока в настоящее время научились консервировать, и он продается в магазинах. Натуральное кобылье молоко является для человека биологически более полноценным продуктом, чем коровье. Во Франции, например, большая часть детских домов имеет договоренность на поставку конского молока для вскармливания детей. Оно не дает аллергии. Кроме этого, лошади спасают человека и в буквальном смысле. Часто больной, который никогда ни одной живой лошади не видел, бывает обязан ей жизнью и восстановленным здоровьем. Есть в нашей стране институт вакцины сывороток. Там в специальных конюшнях стоят кони-доноры. Это самые лучшие, самые здоровые во всех отношениях животные. Врачи вводят им в кровь возбудителей таких страшных болезней, как столбняк, гангрена, дифтерия, ботулизм и многих других. И когда в крови коней вырабатываются защитные антитела, иммунитет против этих болезней, у них берут кровь для приготовления сыворотки. Одна лошадь дает за свою жизнь 16-20 тысяч доз сыворотки. Помогают лошади в других областях охраны и восстановления здоровья человека. Так, например, при детских лечебных заведениях в Польше и других странах созданы конюшни и манежи, где больных детей обучают верховой езде. Конный спорт обладает отличными лечебными свойствами, особенно при поражении позвоночника, конечностей и расстройствах вестибулярного аппарата. А сколько счастливых минут доставляют лошади людям своим грациозным видом, стремительной скачкой, головокружительными цирковыми трюками под руководством опытных наездников и тренеров. Компетентные свидетели рассказывают и о случаях проявления лошадиного разума, объяснить которые не очень просто. Известный ученый Бернгард Гржимек, например, писал о лошади одного берлинского торговца углем. Когда на телегу грузили мешки, она поворачивала голову и внимательно следила, сколько их положат. И если укладывали хоть один сверх обычной нормы, то ни побоями, ни добрым словом ее невозможно было сдвинуть с места. Хотя мы немного отвлеклись от темы. Последние скачки на Гудеремесском ипподроме, кроме прочего, продемонстрировали еще одну закономерность. Чеченцы твердо следуют своим традициям и жизненным приоритетам, выработанным на протяжении тысячелетий. Всегда, во все времена, у чеченцев рождение сына или чествование какой-нибудь добродетельной личности сопровождалось конными скачками. Так происходит и на этот раз. И тот факт, что Гудеремесский ипподром считается одним из лучших на Кавказе, а соревнования на нем в числе самых престижных в России, говорит о многом. Хотя бы о том, что эпоха глобализма и всеобщей унификации народов пройдется по чеченцам не столь тяжелым катком, стирающим грани и различия. А значит, для горца ни один Мерседес не станет на ту ступень, на которой в его душе стоит скакун, помощник, соратник и товарищ.